количества лет. Мы сейчас пытаемся в рамках заседания двух комитетов, скажем, в сжатом режиме разобраться с некоторыми последствиями. Но мы однозначно с вами понимаем, как бы мы друг друга не уговаривали, не успокаивали, пока мы не искореним схемы, причины и не очистим систему от людей, которые потеряли доверие в глазах народа, то мы дальше продвигаться не сможем. Поэтому хочу сказать, вот просто думала, как описать общее впечатление в нескольких, наверное, таких ключевых блоках, тезисах от сегодняшнего заседания. По ответам правительства, по докладу вице-премьер-министра у меня ощущение абсолютного, знаете, не то чтобы безразличия, а некоторой безысходности со стороны исполнительной власти. Отсутствие координации между ведомствами, отсутствие некоторого видения и подхода по систематизации борьбы с коррупцией, не с последствиями, а именно с причиной. То, что в докладе Евгения Шпарпевич было озвучено, это звучит как футуристические планы на будущее. Мы сделаем прозрачную систему, мы поставим и так далее. Извините, мы уже более 25 лет независимое государство, достаточно большое количество лет работаем в рамках ЕАЭС, да, несколько лет, по крайней мере, как некоторый опыт, который мы можем суммировать, он есть. И вместе с тем я понимаю, что на сегодняшний момент мы не только не продвинулись в этом вопросе, в вопросе искоренения первопричин, схем и обеспечения прозрачности, обеспечения системы кадрами, которые могут вызывать доверие. Мне кажется, мы в этом вопросе погрязли. С этой точки зрения я абсолютно солидарна с моими коллегами, и с теми людьми, которые вчера по чистосердечным, скажем, порывам вышли на митинг в связи с тем, что просто вопросы, нерешаемые по коррупции, достигли своего предела. Если сегодня правительство, исполнительная власть думают, что эти призывы, они просто могут быть, скажем, замолчены или как-то остановлены, или надлежащим образом не отреагированы со стороны парламента, со стороны президента, к которым обратилось общество, то это не получится. На сегодняшний момент предстоит очень четко и ясно дать ответ и призвать к ответственности и поставить определенную оценку самим себе. И это может сделать парламент. Поэтому сегодня я считаю, что все те высказывания, которые были сделаны коллегами, предложения, я как гражданин, как депутат абсолютно поддерживаю. Во-первых, неудовлетворительная оценка по предотвращению, собственно, контрабанды и по работе по пресечению ввоза неучтенных товаров. Как бы мы ни называли этот процесс, да, это, честно говоря, преступление, это укрывательство от налогов. 45 и более процентов, это только по официальным данным, нашей экономики находится в тени. И мы прекрасно понимаем, как такая тень существует, почему. Также я отчетливо понимаю, почему идет такое медленное развитие различных реформ по введению систем фискализации, прозрачности на таможне, потому что сама система сопротивляется, она никогда не заинтересована. Я вспоминаю, сколько лет пытались ввести проект «Безопасный город» и какое было сопротивление самой системы. Но возможно же, начинаем работать. Это уже наш собственный опыт, который нам показывает, что и здесь можно переломить хребет схемам, контрабанде при наличии политической воли, какого-либо видения у правительства консолидации, надлежащей команды, надлежащих людей. Поэтому я считаю, что по руководителям тех ведомств, которые на сегодняшний момент должны проводить соответствующее расследование, но вопросы затягиваются, не доводятся до конца, должна быть дана оценка. Здесь мои коллеги высказали мнение, я поддерживаю на сегодняшний момент. Есть вопросы к руководителю нашей финансовой полиции, да, есть вопросы к руководству других служб и ведомств, правоохранительных органов, которым даны были поручения изучить материалы, в полной мере провести расследование и представить соответствующим органам, в том числе парламентским комитетам, информацию. До сих пор этого не было сделано по выводу денежных средств. То есть нужно разобраться в этой ситуации, поставить точку. Парламент не поставит, поставит точку общества. И мы должны это отчетливо понимать. Вопрос замалчивать нельзя. Я присоединяюсь к предложению коллеги, который предложил, вынести на рассмотрение Джогорку Кинеша. Это очень важный вопрос. Его поднимали ряд депутатов, не все они члены наших комитетов и смогли принять участие в сегодняшнем заседании. Поэтому вопрос нужно вынести.
Конечно, значит, ряд порученческих пунктов правительству и так далее, они в наших решениях комитета отражены. Но без надлежащей политической воли, без того, чтобы мы четко поставили через постановление Джогурку Кенеша задачи в обозримом будущем, призвали правительство к ответу, не только правительство, но соответствующие правоохранительные органы, чтобы они отчитались, дали точное видение, картину, представили результат своей работы. Без такого контроля со стороны парламента вопрос пресечения контрабанды, вопрос борьбы с коррупцией, вопрос неучтенных товаров решить практически невозможно. Поэтому я считаю, что это нужно вывести на политический уровень принятия решений, на четкие задачи, которые должны быть поставлены. А то, что контрабандные потоки проходят, к сожалению, мы это прекрасно знаем и понимаем. Вопрос в том, как мы должны бороться с этим, что мы должны сделать сегодня, завтра, послезавтра. Четких шагов, четкой картины я не услышала сегодня. Поэтому, уважаемые коллеги, я хотела бы предложить, вот, значит, мы сегодня вместо одного вопроса 5 вопросов заслушали, потому что их просто разделить невозможно. Там не только по ГСМ, там вопрос гораздо шире. Я предлагаю это все объединить в совместное решение, то есть дополнить наше решение, а также внести на голосование предложение дать неудовлетворительную оценку по борьбе с контрабандой и неучтенными товарами, вынести вопрос на палату и поставить вопрос о соответствии занимаемых должностей рядом руководителей силовых структур, чиновников высшего ранга в отношении того, что работа не проводится на надлежащем уровне. Это предложение я прошу поставить на голосование и поддерживаю в этом коллег, которые до меня высказывали такое же мнение. Спасибо.